На торжественном мероприятии, посвященном знаменательному событию – дню рождения главного вуза республики, собрались представители государственной власти Абхазии, преподавательского сообщества, общественные и культурные деятели. Не остались в стороне от празднования и гости нашей страны, представители различных вузов России и Кавказа. Открыл мероприятие ректор АГУ академик Олег Огварамия. Наш коллектив самый многочисленный в республике. Если иметь в виду тех, кто окончил наш вуз, работает, учится или собирается учиться в нем, то получится, что по всей Абхазии очень мало семей, которые не были бы связаны некой нитью с университетом. В коллективе бережно относятся к своей истории и сложившимся традициям, хранят память о тех, кто в разные периоды жизни страны, несмотря на тяжелые испытания, оставались патриотами и посвящали свою жизнь образованию и воспитанию молодежи. С поздравительной речью к собравшимся обратился президент Абхазии Аслан Бжаня. АГУ – главный центр по подготовке интеллектуального ресурса страны, кузница кадров для всей республики, подчеркнул президент. У Абхазского государственного университета особая миссия – это образовательный научный центр нашей страны, центр по подготовке интеллектуального ресурса. АГУ является кузницей кадров для всей республики. У нас прекрасная молодежь. Многие из сегодняшних студентов завтра будут работать на государственной службе. История университета связана теснейшим образом с историей нашей страны, с борьбой нашего народа за свободу. Преподаватели и студенты АГУ были в рядах тех, кто отстаивал национальные интересы и неотъемлемые права нашего народа. Абхазский государственный университет будет всегда держать самую высокую планку, идти в ногу со временем, продолжая лучшие традиции и передавая опыт, накопленный за эти годы. В честь юбилея АГУ президент подписал указы о присвоении почетных званий и ордена Ахтзепша ряду сотрудников. Декану исторического факультета Алику Габелия присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Абхазии», Людмиле Хаджашвили – звание «Заслуженный юрист Абхазии», а преподаватели Иван Тарба, Валерий Бюгуа и Сурам Саканя награждены орденом Ахтзепша третьей степени. 28 преподавателям присвоены почетные звания «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия». Сегодня мной подписан ряд указов о присвоении почетных званий и награждении высшей государственной наградой орденом Ахтзепша преподавателей университета. От всей души желаю Абхазскому государственному университету успехов, неиссякаемой творческой и научной мысли. В адрес Абхазского государственного университета поступило множество теплых слов и поздравлений, в частности, видео поздравлений от представителей самых разных университетов. Мы в Московском университете с особой теплотой относимся к успехам Абхазского университета. Я заверяю вас, что Московский университет всегда готов нести свой посильный вклад в дело достижения наших общих целей, прогресса в образовании и науке. Впервые мне довелось побывать у вас в университете в горькие дни лета 1992, когда Сухум был оккупирован грузинской национальной гвардией. 30 лет, которые прошли с тех времен, позволяют сказать, Абхазия выстояла как государство, абхазский народ доказал свою мировую правосубъектность, а Абхазский государственный университет был и остается основой сбережения науки, образования, культуры. На собрании лично присутствовали ректора, профессора и представители власти России и Северного Кавказа. Гости обратились к присутствующим с поздравлениями и преподнесли университету памятные подарки. Ректор АГУ Олег Огварамия был торжественно награжден государственной наградой Южной Осетии. Благодарен абхазскому народу и, конечно, Абхазскому государственному университету, потому что в моих глазах Абхазский государственный университет является властителем дум
Я надеюсь, что так оно и есть, гражданского общества Абхазии. Я очень надеюсь молодежи, подрастающих поколений, абхазского и других народов, населяющих Республику Абхазию. В 1932 году постановлением Народного комиссариата просвещения Абхазии был открыт Сухумский государственный педагогический институт имени Горького. Изначально в университете существовало 3 факультета и обучалось около 85 студентов. Сегодня университет насчитывает 9 факультетов, 42 кафедры и более 3000 студентов. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.